Присутствие духа нужно не только тем, кто попадает в такие ситуации, как полковник Абдували Арджилов. В состоянии почти полного игнора со стороны власти находятся уже много лет и участники боевых действий в Баткене, когда международные террористы дважды нападали на Кыргызстан. О 20-летии окончания Баткенской войны Андрей Токомбаев подготовил еще один сюжет. Среди событий уходящей недели почти незамеченной осталась тревожная дата. В понедельник исполнилось 20 лет со дня окончания Баткенской кампании, первого и, к счастью, пока единственного военного вторжения на территорию суверенного Кыргызстана. Тогда на рубеже нулевых оно вызвало широкий общественный резонанс, но понемногу стало забываться. Жестокие бои с террористами, 21 год назад произошедшие на юге страны, унесли жизни более 50 военнослужащих. Во имя чего погибли они и от чего спасли наш регион, ясного понимания этого нет у многих кыргызстанцев. А сама война в официальной кыргызской историографии скромно именуется баткенскими событиями. Началась война со странного визита в одно из приграничных сел, тогда еще Ошской области. 30 июля 1999 года на окраине кишлака Зардалы Баткенского района появились диковинно одетые бородатые люди в шароварах, шапках-афганках и длинных рубахах. Закупали продовольствие в местном продмаге, говорили на узбекском и таджикском. На следующий день сельчане сообщили об этом тогдашнему акиму района Абдрахману Маматалиеву. Селение, где появились неизвестные, находится высоко в горах. Сотрудники МВД и ГКНБ не успели вовремя прибыть на место появления незнакомцев. Их, по словам очевидцев, тогда было не менее 200 человек. 5 августа на склонах Баткенских гор загремели выстрелы. Но вскоре выяснилось, непрошенные гости были боевиками двух международных террористических организаций – Аль-Каида и Исламское движение Узбекистана. Последние, называя себя оппозицией узбекской власти, хотели со временем основать на юге Кыргызстана военные базы и лагеря по подготовке террористов, привлекая в свои ряды местную молодежь. Один из журналистов, освещавших события Баткенской войны, рассказал в интервью Пятому каналу, что в те дни к шефу тогдашнего отдела обороны и безопасности обратился один из лидеров боевиков. На заведующего отдела обороны и безопасности Болота Жанузакова выходил один из лидеров диванной партии Исламского движения Узбекистана. И сказал, что мы претензий к Кыргызстану не имеем, дайте нам проход в Узбекистан через анклав Сох, а мы вас не тронем. Естественно, Джанузаков сказал: «Мы друзей не предаем», и дал парламентеру отворот-поворот, дополняет Сидоров. И продолжает. 6 августа 1999 года боевики взяли в заложники Акима Маматалиева и 3 офицеров спецслужб. Одного из них, полковника Конурбаева, отпустили 12 августа. Он передал властям их ультиматум – позволить им пройти в Ферганскую долину, где бандформирование собиралось начать боевые действия против тогдашнего президента Ислама Каримова. Начались переговоры об освобождении заложников и подготовка войсковой антитеррористической операции по уничтожению боевиков. Узбекистан, Таджикистан и Россия заявили о готовности помочь Кыргызстану освободить пленников и уничтожить боевиков. Но проблемой, значительно усложнившей боевую задачу армии и спецслужб, стало тогдашнее состояние кыргызских вооруженных сил, вспоминает один из участников боевых действий, ныне капитан запаса Канат Бакалов. В 1999-2000 годах он участвовал в боевых действиях в составе боевой группы «Скорпион». Был командиром группы разведдиверсионной группы. И первые вот эти боевики, когда зашли, это нас подняли по тревоге 4 августа. У 5 августа мы уже были в Зардалах. Боеспособность армии Узбекистана была на тот момент гораздо выше, и кыргызские власти разрешили узбекским подразделениям войти на территорию страны для ведения совместных боевых действий против террористов. За несколько лет до этого президент Оскар Акаев инициировал масштабное разоружение вооруженных сил и сокращение средств на их финансирование. Мол, зачем нам армия, если мы островок демократии в Центральной Азии? И если что, международное сообщество всегда придет на помощь. Такова была логика тех действий. В первые годы суверенитета Оскар Акаевич сказал так, что мы страну сделаем второй Швейцарией, и защищать ее будут армии других развитых стран. Вот с этим мы подошли к баткенским событиям.
Но надежды на военную помощь других развитых стран не оправдались, а показной пацифизм Акаева привел к жертвам, которых могло бы не быть. По официальным данным, жертвами Баткенского военного конфликта стали сотни раненых, погибли 48 военнослужащих. В действительности потери убитыми составили 57 человек, сказал Бакалов в разговоре с корреспондентом Пятого. Захваченных террористами заложников удалось освободить лишь в результате длительных переговоров с участием властей и ряда правозащитников. Они были освобождены 13 августа. По некоторым данным, боевикам был заплачен выкуп в размере $50 тысяч. Передано немало продовольствия. Вот некоторые из основных событий начала Баткенской войны. Бои с бандформированиями продолжались почти до конца 1999 года. 22 ноября Акаев объявил о полной зачистке района от боевиков. Но это был еще не конец. В начале августа следующего, 2000 года, в район кыргызско-таджикской границы стали снова стекаться сотни экстремистов. 11 августа у небольшого населенного пункта Мазар началась настоящая бойня. Около 100 радикалов напали на блокпост. Боевики застали солдат врасплох и зверски с ними расправились. К тому времени ситуация в Кыргызстане несколько изменилась. Армии стали уделять больше внимания. Парад по случаю разгрома бандформирований состоялся в Бишкеке 26 октября 2000 года. И мое глубокое убеждение, что армия начала подниматься с колен именно во время баткенских событий. Сейчас есть псевдоисторики, стратегии доморощенные, которые говорят о том, что целая армия сражалась против кучки обыкновенных уголовников. Но я без пафоса могу сказать, что пусть они тогда посмотрят в глаза матерей и вдов погибших ребят. Поскольку вторжение боевиков считалось локальным конфликтом, всеобщей мобилизации не было. В боях с террористами участвовали профессиональные военные, офицеры и прапорщики армии, силовики, а в числе военнослужащих рядового и сержантского состава воевали в основном добровольцы. Среди них погиб сержант Тайырбек Аркабаев. Накануне начала войны он демобилизовался, закончив срочную службу. Но через несколько дней после возвращения домой ушел на войну, вспоминает сестра погибшего. Тот день я не забуду. Мне запомнился на всю жизнь. Он дома готовил плов. Мы жили как раз возле военкомата. А там людей призывали, мужчин, в Баткен. И вот он готовил дома нам плов, говорит, я вам плов приготовлю сейчас. И в то же время я ему говорю, ты не высовывайся, а то скажешь, вот безработный, и тебя тоже заберут. Как он умудрился? Несмотря на уговоры сестры, Тайырбек пошел добровольцем. Через месяц пришла похоронка. В первые дни начала военных действий добровольцев воевать с террористами было немало, а желающих уехать из страны и даже покинуть зону конфликта почти не было, делится воспоминаниями вдова одного из погибших, подполковника Сагынбека Бекбалаева. Потому что тогда, в то время, мне кажется, все люди были патриотами. Каждый хотел внести свою лепту, кто-то воевал, кто-то нес продукты, кто-то чем-то помогал. Мне кажется, весь город, не только весь город, весь Кыргызстан был в этой заботе, чтобы прогнать этих террористов. Примечательно, что реальных данных о потерях среди террористов нет. По официальным источникам, ликвидировано было как минимум 64 боевика, но точных цифр не знает никто. Экстремисты старались уносить с поля боя тела своих, вероятно, чтобы похоронить их по исламским традициям, а возможно просто боялись, что убитых опознают, поскольку среди участников бандформирований было немало бывших граждан СНГ. Там, получается, именно узбеки были, таджики были. Даже башкиры были, которые с России тоже приехали. Война в Баткене понемногу забывается. За 20 лет подросло новое поколение. А ветеранам-защитникам Родины все эти годы приходится, можно сказать, воевать в коридорах власти, доказывая, что они имеют право на гораздо большее внимание со стороны государства. Особенно тяжело, материально и морально, приходится близким родственникам погибших, делится наболевшим мать одного из погибших, 21-летнего старшего сержанта Куванычбека Кушбекова. Мой сын погиб, исполняя свой воинский долг и защищая нашу родину. Ни квартирами, ни льготами участники боевых действий в Баткене и родственники погибших не обеспечены. А ведь в Баткенской войне участвовали по разным оценкам более 5800 человек, дополняет Нарынбек Айтматов. Больше всего и возмущает тот факт, что воины, защищавшие родину от террористов, сейчас получают гораздо меньше льгот, чем ветераны боевых действий, проходивших за пределами Кыргызстана. Республиканская от ветеранов войны в Баткене, она была организована в 2010 году.
Чтобы организовать эту организацию, столкнуло в то время родители погибших воинов получали 300 сомов за потерю кормильцев. Как считают участники боевых действий, им и памяти их погибших товарищей общественность и руководство страны должно уделять куда больше внимания. Забвение этой войны чревато не только обидой тысяч ветеранов и родственников погибших. Есть все основания полагать, что события 1999-2000 годов могут повториться. После разгрома ИГИЛа пленные полевые командиры этой группировки заявляли, что следующим очагом эскалации экстремизма может стать Центральная Азия. С боевой выучкой и морально-психологической подготовкой у террористов гораздо лучше, чем у граждан Кыргызстана, не помнящих уроков Баткенской войны, считает журналист Сидоров. И добавляет, для поднятия боевого духа армии нужно, чтобы молодежь призывного возраста кое о чем знала. Не надо обращаться в историю, древнюю историю. Достаточно просто широко осветить баткенские события. Достаточно просто хорошо на примерах ребят, которые там воевали, рассказывать ребятам вот об этих событиях. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.